Ежегодно 22 сентября Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации отмечает День памяти погибших при выполнении служебного долга сотрудников уголовно-исполнительной системы. В региональном ведомстве таких сотрудников 9. Все они состоят на специальном учете. На каждого заведены учетные дела. Их семьям оказывается всевозможная помощь и внимание. В память об ушедших коллегах коллектив УФСИН по Чувашской Республике провел межведомственный легкоатлетический забег «Кросс памяти». Состоялся он на спортивных дорожках физкультурно-спортивного комплекса «Волга» города Чебоксары. Хочу выразить огромную благодарность аппарату УФСИН, сотрудникам следственного изолятора за то, что не забывают своих товарищей, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, за то, что нас помнят, родственников, за то, что навещают, помогают, проверяют наши условия жизни, здоровья, также за своевременную помощь. А также огромное спасибо за то, что проводятся такие замечательные мероприятия. Эстафета объединила сильнейших легкоатлетов, территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, команды управления Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов, Министерства внутренних дел, Главного управления МЧС и налоговой службы региона. Мероприятие необходимо для того, чтобы сохранить светлую память об ушедших коллегах. Почтим память всех сотрудников, павших при исполнении служебного долга. Для них были непростые слова. Это любовь Родины и Отчизны. Это верность долгу и служение Отечеству. Вечная память погибшим сотрудникам. Перед началом забега участники мероприятия почтили память тех, кто отдал жизни при выполнении служебно-боевых задач минутой молчания. Объявляется минута молчания. Подводя итоги мероприятия, заместитель начальника регионального УФСИН Вадим Адров наградил победителей, а также выразил благодарность участникам кросса памяти, подчеркнув, что погибшие сотрудники являются для них примером. Они отдали свою жизнь, будучи до конца преданы присяге и служебному долгу. Елена Яковлева, пресс-служба УФСИН по Чувашской Республике, «Жизнь столицы».